Они сражались за Родину. К празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем вспоминать наших дорогих ветеранов, участников событий 40-х, тех, кому мы обязаны сегодняшним миром. Дауд Киев – один из таких смелых и отважных людей. Всю войну Дауд провел в Украине, был капитаном 132-й отдельной истребительной противотанковой дивизии. Удостоен ордена Красной Звезды. Скончался в 44-м. Сегодня о нем рассказывают наши сверстники. Все дальше и дальше уходит в историю суровые годы Великой Отечественной войны. Но каждый раз, когда приближается 9 мая, благодатная память о тех, кто защищал Родину, возрождается с новой силой. В пучину Отечественной войны оказался вернут и Дауд Киев. Архивные записи его фронтовой жизни бережно хранят племянники, и сегодня они вспоминают о нем. Заломов в Ахмете, Украине, полк получал завтрак его. В это время противник их силы бронетехники при поддержке самолета внезапно атаковал Заломовку, их полкилометра захар. Не растеряясь, вступил в бой с фашистами. Киеву пришлось драться самостоятельно до подхода роты. Он не только сумел отбить первый удар противника, так что они понесли большие потери, а уничтожил 2 огневые точки. Несломленность духа, а возможно и подготовка, которую он прошел, будучи курсантом военного училища, а потом еще солдатом советской армии 62-го стрелкового полка, помогли ему выстоять перед натиском немецких войск. Всю войну Дауд провел в Украине, был капитаном 132-й отдельной истребительной противотанковой дивизии 19-го отряда и удостоен орденом Красной Звезды. Орден Красной Звезды, в соответствии с Министерством обороны Российской Федерации в 2009 году рассекретили в 2009 году. До этого Цахан Даханл смотрел без вести пропавший участвовал. 27 февраля 1944 года Дауд скончался от боевого ранения. Он ушел из жизни, так и не узнал, что его семью, как и весь народ, депортировали. Так как отправить весть о смерти было некуда, он так и остался без вести пропавшим для отца и матери, которые, похоронив 2 детей, лелеяли надежду, что их сын когда-нибудь вернется домой. Дауд детей он прави сам тяжкие сакат обязательно сам олар судан сунаны اشتهاري علي خلصي حقيقي لا تشخبر نياده سواء تحني انت يا حرش افتوبس دير ابا جوز دي هون دبل تاع افتوبس دير ابا جوز ان انت شي يا حرش دي هون تصديهم شي منش يعني يلي سام خن خد درس اشتساتوس دي هون لا بخرج ديال اهدي. Эти архивные документы и фотографии, где за легкой улыбкой скрывается тяжесть войны, единственное, что Дауд Киев оставил после себя, как и гордость в сердцах потомков, которые до конца будут нести его знамя в своей памяти. И уже 9 мая вместе с другими ветеранами он станет в строй бессмертного полка. Портреты его и других отважных сынов Тепа Киева, которые тоже пали за родину, понесут их потомки. Жарайдат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24.